глазами. Раз, раз. Меня слышно, да? Кто-то мне даст? На обратной связи, надеюсь, меня тоже хорошо слышно. Приветствую коллег. Сейчас у нас открывается площадка взаимосвязи библиотек по проекту «Легион умников». Меня зовут Виноградова Анна Павловна. Я являюсь заведующей сектором предпринимательства Национальной библиотеки Республики Коми. И с приветственным словом у нас выступит Данщикова Екатерина Леонидовна, это замдиректора Национальной библиотеки Республики Коми. Добрый день, коллеги. Так хорошо слышно? Мгм. По ту сторону экрана меня интересует, как слышат. Хорошо, ага. Очень приятно мне здесь присутствовать. Приятно видеть своих коллег, тех, которые заинтересованы в таком важном, полезном и нужном деле, как, собственно, развитие потенциала, творческого потенциала молодежи. Мы понимаем, что это проект очень сложный, и вы молодцы, что в нем участвуете и достигли каких-то высоких результатов. Он еще сложный тем, что это такой вневедомственный, межведомственный проект, который требует ваших усилий по налаживанию партнерских отношений с педагогами и, собственно говоря, и другими партнерами. Поэтому, наверное, вы, собственно говоря, передовики такого нашего библиотечного производства, которые идут на шаг впереди, даже, не побоюсь этого слова сказать, всей страны, потому что это проект уникальный по своей сути в Российской Федерации. И наверняка ваши директора, приехав с совещания директоров, вам тоже акцентировали внимание на то, что этому проекту было уделено на совещании большое внимание, и мы тоже о нем говорили. В том плане, что этот проект «Легион умников» прекрасно является площадкой для проекта российского уровня «Гений места». То есть если ваши библиотеки будут подключаться и к этому проекту, то у вас уже наработаны какие-то методические рекомендации, методический материал для того, чтобы спокойно включиться и в следующий, в этот проект «Гений места». Единственная разница в том, что если регион умников это для молодежи, как мы понимаем, ну вы читали, наверное, все методические тоже рекомендации Российской государственной библиотеки, то гений места расширяет спектр своего влияния на весь возрастной состав населения и, собственно говоря, на всю тематику тех направлений деятельности, которые может включить, помимо только, в смысле, если регион умников– это интеллектуальная собственность и продвижение каких-то предпринимательских идей, то гений места– это, соответственно, и искусство, и культура, и творчество разноплановое. Поэтому, наверное, мы будем ждать от вас, как таких хороших, добрых наших партнеров, возможно, каких-то новых идей. Если в этом году у нас случится, в следующем году, в 2022 году случится апгрейд этого проекта, то, возможно, от вас мы будем ждать ваших предложений, которые тоже, возможно, сподвигнут этот проект на более какую-то высокую ступень, высокий уровень. Поэтому благодарю вас всех за присутствие особенно тех дальних регионов, которые смогли приехать к нам. Большое вам спасибо. Ваши директора молодцы, что позволили вам присутствовать здесь. И всех, кто находится по ту сторону экрана, тоже молодцы. Будем всегда с вами на связи. Очень рады, Национальная библиотека, что вы все здесь присутствуете. Удачи, хорошей работы, плодотворной, чтобы вы отсюда уехали с какими-то новыми задачами, целями и идеями. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Леонидовна. Ну, как говорится, дорогу осилит идущий. Можно мою презентацию, пожалуйста?
Дорогие друзья, я вам представлю определенные итоги и планы, которые мы поставили перед собой, хотим поставить их перед вами на следующий год. Благодарю. У меня ничего не работает, да? О, спасибо. А, Проект «Легион умников», создание региональной сети общедоступных центров поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства молодежи успешно реализуется, как вы знаете, с 2018 года. Мы видим проект долгосрочным и действующим на поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи, развитие предпринимательской инициативы. Вы знаете, что за период реализации проекта библиотек было оборудовано 17 коворкинг-центров. Было обучено 51 специалист библиотеки. Ежегодно около 6 тысяч ребят участвуют в мероприятиях проекта. Это, это только 400 участников, это только участники конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» и «Предпринимательство без границ». С 2018 года данные о 222 участников конкурсов внесены в реестр «Легион умников» и одаренных детей Республики Коми, что позволило им получить дополнительные баллы для поступления в вузы. 142 участникам оказана адресная поддержка по оформлению заявок на получение патентов и документации для участия в российских грантовых конкурсах. За время работы центров ребята получили 12 патентов на полезные модели и промышленные образцы. Страница «Легиона умников» насчитывает 960 участников. На данный момент мы вошли в стадию масштабирования и требуем расширения границ. Давайте посмотрим результаты нашей совместной работы с вами. Посмотрим планы, которые мы ставили в прошлом году на 2021 год. Перед каждой ЦБС стоял план 8 мероприятий за год с численностью 96 слушателей и 4 публикации в группе «Легион умников». Также мы показали и наши показатели, которые мы стремились достичь. Это 80 мероприятий НБРК, 1200 слушателей и 200 публикаций. Общий план мы должны были достигнуть 208 мероприятий, 2736 слушателей и 264 публикации. Посмотрите на фактическое исполнение. По количеству мероприятий мы немного недовыполнили, но по количеству слушателей мы значительно превысили планируемые наши результаты. Составили 3111 слушателей. 251 публикация, еще декабрь впереди, поэтому можно наверстать упущенное. Если вы видите себя в списке, у кого не хватает публикаций, еще есть декабрь, чтобы наверстать эти пробелы и сделать все-таки публикации в Легионе. Обращаю внимание, что вот здесь некоторые библиотеки отмечены как нет отчета, то есть отчетность не отправлялась от этих библиотек. И количество публикаций мы считали только на основе публикаций в группе ВКонтакте. Следующее. Давайте посмотрим результаты конкурса «Предпринимательство без границ». Здесь нас очень порадовали многие, как вы видите, которые перевыполнили план. Ставили мы цифру 4 проекта от каждой ЦБС. Национальная библиотека перед собой поставила задачу 28 проектов. То есть по сумме в итоге должно было выйти на финиш 92 проекта. Чуть-чуть не дотянули 11 проектов. Но посмотрите, кто как ударно поработал. Усть-Вымский район перевыполнил план, при том, что даже не знаю этого. Они настолько поработали по району, что в районе без их ведома отправляли работы к нам на электронку. И, конечно, результаты конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее». Ставили планом цифру 6 проектов и 225 проектов от НБРК. Общий план 348 проектов. В этом году конкурс побил
все рекорды существования этого конкурса. Мы благодарим Наталью Владимировну, что она выжила после этого конкурса, после этих объемов работы. Да, действительно, конкурс стрельнул в этом году и практически в 2 раза, что мы абсолютно не ожидали такого количества работы. И просто мы всем отделом легли на все заявки, которые вы нам прислали. Но, в общем-то, это радостно на самом деле, да, хотя это и трудно. Поэтому огромное спасибо вам. Да. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Так, также, ну, как вы видите, все результаты мы посмотрели, количественные и качественные также вы тоже посмотрели по количеству выполнения и получения призовых мест. Сейчас нам бы очень хотелось выразить благодарность библиотекам, которые ударно поработали в этом году. Наградит наша библиотекарь Екатерина Леонидовна Данщикова. Да, давайте стоя. С удовольствием. Благодарность от Национальной библиотеки вручается за участие в проекте «Легион умников» Юрковской Светлане Юрьевне, Сыктывдинская, ЦБС. Давайте, выходите. Замрите, подождите фото. Аналогичная благодарность у нас выражается Андреевой Елене Владимировне. Так неожиданно. Давайте. Благодарность выражается за участие проекта МОРАР Марии Зиннуровне, Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Благодарность выражается Никовой Ольге Вениаминовне, Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Благодарность выражается Стрельникову Андрею Валерьевичу, Усть-Куломская межпоселенческая библиотека. Еще передам вашим же коллегам Миханошиной Ольге Александровне. Прошу передать. Спасибо. Благодарность выражается Зинченко Ольге Валерьевне, Сыктывдинская централизованная библиотечная система. Благодарность выражается Сыктывдинской централизованной библиотечной системе Ковриженко Алине Владимировне. Коллеги. Благодарность выдается и выражается Пуниговой Татьяне Вениаминовне, Сысовская межпоселенческая централизованная библиотечная система.
Благодарность выражается Мариан Елене Сергеевне, Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Спасибо, Екатерина Леонидовна, помогли мне. Кроме этого, у нас есть участники, которые мы хотим тоже очень сильно поблагодарить, но они находятся у нас в онлайне. Я вас озвучу, коллеги. Благодарность выражается Конорезовой Марии Андреевне, Усинская централизованная библиотечная система. Шулепову Никите Петровичу, тоже Усинская централизованная библиотечная система. Шестаковой Валентине Владимировне, Старикановой Юлии Олеговне, обе Карткиросская централизованная библиотечная система. Никифоровой Клавдии Андреевне и Свидерской Светлане Геннадьевне, Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека. Филипповой Ольге Федоровне, Колпаковой Наталье Федоровне и Ижемская межпоселенческая библиотечная система. Кирилловой Татьяне Петровне, центральная библиотечная система села Усть-Цильма, да? Кузнецовой Марине Валерьевне и Гачко Евгении Павловне, Кайгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Спасибо вам, коллеги, за такой труд. Да. Я надеюсь, что мы продолжим работать в том же темпе, в том же ритме, с обратной связью. Спасибо вам огромное за ваш вклад. Ну а я продолжу. Можно дальше мою презентацию? Также у нас есть передвижная выставка «Школьный патент Эркоми». Эта выставка у нас посетила 2 района в этом году: Усть-Вымская ЦБС и Усть-Куломская центральная библиотечная система. Также на перспективу вам скажу, что аналогичная передвижная выставка у нас готовится и по предпринимательству без границ. Тоже, поэтому, коллеги, если вам приходят списки по заказам передвижных выставок, обращайтесь к нам с нашими выставками обязательно. Вкратце вам хотела описать, что же из себя предполагает апгрейд Легиона умников. Мы решили расширить наши границы и создать уже в каждом районе нашей республики центр, консультационный центр по проекту. Мы планируем создать сайт проекта «Легион умников», на котором можно будет подать заявку онлайн для участия в конкурсе. Также мы планируем, что там будет размещаться магазин изделий. То есть ребята, с которыми проектами они участвуют, можно будет размещать на сайте, и аналогично можно будет связываться с ребятами для приобретения их изделий. И будет витрина патентов. То есть сами патенты, что изобрели ребята. И планируется у нас обучение команды 50 специалистов. Мы подали заявку на президентский грант в этом году. И мы заложили, что каждая библиотека у нас опять что-то получает. Что-то очень хорошее и полезное. Обеспечение всех библиотек. Это будут петличные микрофоны для проведения мероприятий, фон хромакей. На этом фоне можно будет установить абсолютно любое изображение, то есть вы как будто вы можете сидеть и на пляже, и в аудитории, и в президиуме, и проводить определенное онлайн-мероприятие. Комплект осветителей, как вы видите, проводные наушники, 2 штуки. Это все будет обеспечение каждой ЦБС. Также у нас планируется создание 3 новых коворкинг-центров. Это Ухта, Инта и Печора. По проекту указанные коллеги получат 5 ноутбуков, 1 многофункциональное устройство, 5 мышей проводных, 1 презентер и доска магнитно-маркерная. По прошлому проекту все у нас коворкинг-центры были оборудованы похожими устройствами. И обучение всей команды планируется.
из расчета, что 25 специалистов у нас будет обучено по программе «Основы предпринимательской деятельности», и 25 специалистов будут обучены по основам интеллектуальной собственности, начальная подготовка. Перейдем к плановым показателям, что мы хотим от вас. Все цифры обсуждаемы. Немного решили увеличить количество мероприятий, их будет 12. Слушателей 240 общее количество. Исходили из количества 20 человек в среднем группа. По предпринимательству нужно будет предоставить 5 проектов. По школьному патенту 10 проектов. И осуществить 10 публикаций в группах ВКонтакте. Также в планах у нас есть разделение групп. Отдельно будет группа «Школьный патент», и группа «Легион умников» у нас переформатируется в группу по предпринимательству. И объединять это все будет уже сайт «Легион умников». То есть на сайте уже будет собрана общая информация по проекту. Для сравнения я вам показала цифры, которые мы установили для НБРК. 122 мероприятия, общее количество слушателей почти 4000 человек. Проекты по предпринимательству 55, школьный патент 210, публикаций тоже 210. Общие суммы указаны, это те суммы, которые мы заявили по гранту, по президентскому гранту. То есть нам нужно будет выполнить эти цифры. Я думаю, что пугаться их не стоит, потому что здесь заложены не только офлайн мероприятия, но и онлайн мероприятия. Как вы заметили, мы сейчас разрабатываем много мероприятий и отправляем вам уже готовые шаблоны для проведения. Поэтому, как вариант, вы можете на одной и той же группе проводить просто разные мероприятия. Поэтому я думаю, что цифры вполне выполнимые. Согласны? Усть-Вымская как-то... Я прекрасно понимаю, что вы не сидите, сложа голову и руки. Если кто-то хочет сказать, давайте Да. микрофончик вам. Да, если поднесу, кто-то и- хочет сказать что-то, какие-то комментарии. Пока не хотите? Пока гнев, потом принятие. Понятно. Я думаю, что цифры вполне выполнимые и исполнимые. И я думаю, что мы легко отчитаемся по президентскому гранту. Так ведь? С такой командой. Чёртко ставил комментарий не совсем. Троицко-Печорск. Почему вы не можете выполнить? Поделитесь нам. Мы вас только что похвалили, что вы так хорошо. Да, что хорошо сработали, лучше некоторых. Все цифры принимаем? Да. Нет, я так думаю, что все равно эти все цифры у нас выльются потом в резолюцию. И, коллеги, хочу поставить точки над «и», что такой ситуации, как в прошлые разы, не будет, что мы по проекту не работаем, но имущество вы все получили. Вот. Поэтому я так думаю, что лучше давайте с совестью отработаем. Вот эти вещи, которые я вам показала по обеспечению сейчас, вот в наше время для проведения онлайн-мероприятий, они просто незаменимы, потому что они у нас уже все есть. И мы вот с помощью них и проводим мероприятия. Максим. Мгм. 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 Придется, наверное, чуть-чуть побольше мероприятий провести. Мы, при том, что мероприятия... Вы заметили, что мы много мероприятий вам сейчас скидываем, готовых? То есть вам разрабатывать их уже не надо. Вы приходите с этими мероприятиями, максимум от вас требуется распечатать какие-то раздаточные материалы для выполнения заданий школьникам. Поэтому я думаю, что на одной группе можно обкатывать все
эти мероприятия и ими же отчитаться. Согласны? Как предложение, чтобы нам на электронную почту после нашего сегодняшнего мероприятия пришли какие-то предложения, поскольку Мгм. после мероприятия мы будем делать резолюцию, обозначать, и вы просто обдумайте, да, ту информацию, которую мы выдали, но осталось еще выиграть грант. Да, результаты будут Это так, известны после Нового уточнить, года. пока. Да. Поэтому вы просто обдумайте. Ваше предложение мы хотели бы тоже услышать, и в резолюцию мы это изложим и примем к сведению, и посмотрим, что можно будет сделать и как лучше сработать. Я так понимаю, это Светлана Геннадьевна пишет, да, что будет очень сложно? Светлана Геннадьевна всегда говорит, что очень сложно, но всегда все выполняет, и у нее всегда все четко. Да, коллеги, у меня по моему докладу все, даже не переключается дальше. Спасибо. Сейчас слово передается Наталье Владимировне Гарбус с темой «Школьный патент 2022». Да, коллеги, да, начнем по поводу конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее». Зная, что нас слушают и присутствуют библиотеки, которые только входят в наш проект, и поэтому я сегодня хотела бы все-таки напомнить по поводу основных каких-то основных положений, норм, да, которые есть в положении конкурса. И начну с того, что для того, чтобы, возможно, для выхода на свои мероприятия вы понимали, что это за конкурс и каким образом можно показать статусность этого конкурса. Да? Федеральными организаторами конкурса является Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций, а также Центр международного сотрудничества фонд Кондуцей. Работают они при поддержке Роспатента и в сотрудничестве вот очень много организаций поддерживают этот конкурс, и Всемирная организация интеллектуальной собственности, и Евразийское патентное ведомство, ну и так далее. Здесь уже перечислять не буду, то есть достаточно такие серьезные организации. Ну и понятно, что на региональном уровне мы являемся организаторами региональной дирекции. Почему конкурс международный? Потому что региональные дирекции открыты не только в Российской Федерации, но и также в Кыргызстане, в Казахстане и в Республике Беларусь. То есть в данном случае, конечно, в последнее время очень много региональных дирекций присоединяется к этому проекту, и победить это очень почетно и очень сложно, поскольку работ и территория конкурса разрастается. Отпраздновали мы 5-летний юбилей. В этом году мы провели уже 6-й сезон. Сейчас мы начнем 7-й сезон школьного патента Республики Коми, именно республиканского этапа. И в этом проекте уже приняли участие 1500 участников, 17 городов, районов Республики Коми, 129 школ, 284 наставника. 1300 работ рассмотрено было экспертами, 249 республиканских победителей, 125 федеральных победителей. Ну, коллеги, это наши заслуги, я в этом не сомневаюсь, потому что почти 250 республиканских победителей и 125 федеральных победителей – это очень хороший, на мой взгляд, показатель. И, конечно же, победители имеют определенные преимущества. Республиканский этап конкурса попадает, ребята-победители республиканского этапа попадают в реестр одаренных детей. Кроме того, ребята-победители уже федерального этапа, они попадают в реестр «Таланты и успех», тоже имеют определенные преимущества в этом реестре. И, ну и самое главное поощрение на сегодня, мы считаем, все-таки это адресная поддержка специалистов по интеллектуальной собственности и предпринимательству. За 7-летний, да, 6-летний уже такой
жизненный проект, жизненный путь конкурса, ребятами было получено 12 патентов. Здесь вы видите 9, но еще 3 патента к нам идут. Почему? Потому что просто вот физически пока их мы не получили. Но решение о выдаче патента уже есть, патентные пошлины заплачены, поэтому мы ждем. 12 патентов. И напомню о том, что в конкурсе могут участвовать дети от 7 до 18 лет. Обратите внимание, прием заявок в этом году сменился, да, с 1 октября по 31 января. Мы зависим от федерального организатора, поэтому мы подстраиваемся под них. И я согласна, что как только мы выйдем после январских праздников, и, в общем-то, пока все дети придут в себя, уже будет 31 января. Поэтому, конечно, хотелось бы в декабре хотя бы немножечко сделать, да, рекламу конкурсу, поработать, и другого выхода я не вижу. Подведение итогов у нас в феврале, и церемония награждения не изменилась, она по-прежнему в апреле месяце. Заявки принимаются в электронном виде. В этом плане ничего не изменилось. То есть на сайте School Patent можно подать заявочку. Здесь единственное, что изменилось, когда вы будете подавать заявку, появилась вкладочка была индивидуальная вкладочка, а сейчас еще и появилась вкладка групповая. То есть те коллективные работы, которые будут представляться, нужно подать именно вот, если коллективные, там все, да, там все видно. Поясню, потому что в прошлом году, конечно, все запутались, представляли, кто как понимал, поэтому вот в связи с этим организаторы сделали отдельную вкладочку. Уже, я думаю, там уже не промахнемся, там уже все понятно. Так, рисунки, модели, макеты и прочие материалы мы принимаем по адресу Советская, 13. Рисунки предоставляются в оригинале обязательно. Ну, вы понимаете, почему? Потому что оценку сделать экспертам через экран и фотографию достаточно сложно. Цветопередача и вообще как сделан рисунок, это очень важно, поэтому обязательно рисунки необходимы вот в оригинале. То, что касается моделей, макетов и прочих материалов, мы не настаиваем на их передаче нам, но хотелось бы сказать, конечно, когда экспертами рассматриваются какие-то определенные работы, то именно вот уже можно пощупать и потрогать, и впечатление создается, конечно, другое. То есть на этом можно немножечко так выиграть, в моем, ну, я так думаю, в моем понимании. Дальше. Изменения, какие у нас произошли. То есть если в прошлом году у нас было 11 номинаций, то в этом году у нас 13 номинаций, в этом году у нас 11 номинаций. Какие изменения? Значит, у нас не стало номинации программы ИВМ и номинация архитектурные, градостроительные объекты, она перенеслась в промышленный дизайн. То есть если вы там откроете под номинацией, вы ее увидите там. Значит, еще какие изменения? Поменялись темы рисунков в номинации мастер дизайна. Некоторые исключены были, и добавились портрет изобретателя, народные промыслы и шаблон моего сайта. Дальше. Мастер слова номинация. Известные изобретатели жизни, творчества великих людей появилось, соболезные изобретения, миллион за идею или бизнес новых технологий. Ну, я определила как новая номинация, но это, скорее всего, трансформированная номинация. Интервью о профессии. Раньше она называлась интервью со звездой. Суть ее не изменилась, то есть интервью с изобретателем, патентоведом, патентно поверенным и об опыте их профессиональной работы. И миллион за идею, в общем-то, он тоже, наверное, трансформировался из проекта МИП, который был самый последний, 13-й у нас номинации. И вот название изменилось, и по-прежнему остается, что для учащихся, которые планируют практически применять, внедрять свой результат интеллектуальной деятельности. Здесь, конечно, даже по прошествии 6 лет очень, я так понимаю, сложная сама по себе номинация,
поскольку само понимание результата интеллектуальной деятельности, а еще это и коммерциализовать, достаточно сложно понимать. Поэтому в этой номинации, конечно, у нас очень мало участников. Это, вот, дай бог, одна работа в год. Может быть, вы на нее обратите внимание, и на этой, в общем-то, номинации можно и стрельнуть, да, по качеству. Далее. Очень хотелось бы обратить ваше внимание на то, что как вот, если дети, допустим, читая положение, они вообще не обращают на критерии оценки и требований к работам, то хотелось бы хотя бы ко взрослым обратиться, чтобы внимательно читали именно требования к работам и критерии оценки. Я, возможно, вас огорчу. Вот в этом году в номинации «Режиссерский взгляд» у нас колоссальные изменения, да, по требованиям к работе. В чем заключается? Смысловая направленность, содержание, то есть пропаганда важности соблюдения, охраны и защиты интеллектуальных прав, форма подачи и авторское решение. То есть в режиссерском взгляде те фильмы, мультфильмы, которые снимаем, в общем-то, должны пропагандировать именно охрану и защиту интеллектуальных прав. Понятно, что для понимания даже это сложно, а для того, чтобы снять об этом ролик, может быть, еще будет сложнее, но тем интереснее это будет попробовать. Но конкурс именно связан с интеллектуальной собственностью, поэтому и номинация, она вот носит такое требование к работе. И очень много... Это попозже. Так, и, значит, очень хотелось бы обратить ваше внимание на номинацию «Изобретение». Я понимаю, что сложная номинация, сложно понимание самого того, что такое техническое решение, но все-таки вот я хотела бы сейчас эту информацию углубленную донести. Мы видим, что несколько направлений — это и робототехника, и геологические проекты, новые приспособления и иные технические изделия. И вот как раз номинация на изобретение, если мы посмотрим в положении, общие требования к конкурсным работам — это первое, это подробное описание. Второе — это чертежи, фотографии, образцы и прочие виды демонстрации. Третье — работа должна отвечать критериям новизны, и работы должны быть ориентированы на решение практических задач. Это очень близко, хочу вам сказать, к описанию, например, на полезную модель и на изобретение, то, которое заявка подается уже в Роспатент. Мы понимаем, что отвечать критериям новизны, даже, то есть ребенок в работе должен все-таки определиться, придумал он что-то уникальное или нет, или хотя бы написать, а чем же то, что он разработал, чем оно отличается от того, что на сегодня есть уже в мире, так скажем, да? И действительно то, что он придумал, что это действительно решает, и его можно где-то как бы применить. Поэтому, когда жюри оценивает, вы посмотрите, пожалуйста, положение там немножечко изменилось, и уже сейчас критерии оценки, они уже не в приложении, они уже находятся в самом положении. Вот оценивается новизна, возможности, целесообразность использования и авторский вклад. Давайте я немножечко на примере, опять же, известного нам уже, мы знаем, кто давно работает, этот патент был Герлахом Павлом получен. Мы посмотрим, то есть как у нас продвигалась работа по написанию самой заявки. Это уже заявки, которая была подана в Роспатент. То есть, в принципе, вы можете подстроить свое подробное описание, ну, основываясь вот на том, что сейчас вот я вам хотела бы показать и рассказать. Хорошо было бы, если бы, например, придумал ребенок конструкцию или какое-то приспособление. То есть определитесь, к какой области оно относится. Вот здесь, например, это полезная модель, она относится, все просто, к лестницам. Да? Вот. И используется для обеспечения возможности аварийной эвакуации из зданий. И потом можно написать об актуальности. То, что обеспечение безопасной эвакуации во многом зависит от своевременности и беспрепятственности, особенно в детских учреждениях. То есть в данном случае это сама конструкция, она на что направлена? Для того, чтобы можно было бы снизить фактическое время эвакуации и
и эффективно эвакуироваться. То есть на что, какая задача перед нами ставится для того, чтобы эта конструкция работала, какую задачу она решает. И, соответственно, результатом этой задачи будет то, что сокращается время при эвакуации и возможности эвакуироваться беспрепятственно. То есть в данном случае в описании мы ставим задачу и получаем определенный результат. Это вообще такое описание, оно очень близко к школьным проектам. Если у ребят посмотреть школьные проекты, то у них прописываются и задачи, и цели, и задачи, и как они это решают, и так далее. И написание школьных проектов, оно сейчас очень актуально, и я думаю, что многие школы этим занимаются. Просто нужно вот эти проекты немножко развернуть в нашу сторону и более коротко написать это описание. Не нужно целую, допустим, научно-исследовательскую работу, вот можно вот изложить, исходя вот из такого описания и показать конкретный результат. Что значит новизна? Вот, допустим, если вы посмотрите, здесь у нас находится лестница, и мы из аналогов привели вот такую лестницу. Поэтому, когда в описании, это я просто привела аналог из патентной базы, если вам достаточно сложно справиться с этим, вы можете загуглить, да, и привести свои примеры. Это я вам показываю, что значит новизна. То есть это сравнить с теми аналогами, которые на сегодня день есть. И затем уже подробное описание, оно во что выливается? В то, из чего стоит ваша конструкция, из чего состоит это техническое решение, которое вы сделали, ну и подтверждается чертежами. Не надо пугаться, то есть здесь, конечно, описание, оно достаточно такое, может быть, вас испугает сразу, но это как пример для того, чтобы такой как бы план описания, к чему можно стремиться. И я думаю, что если вы вот получите проектную работу от учащихся, вот рассмотрите с точки зрения этого описания. Вот попробуйте его переформатировать вот в этот, ну, вот по этому плану. И хотелось бы еще остановиться на номинации «Промышленный дизайн». Вот даже общаясь с педагогами, очень многие говорят, мы не понимаем, что мы должны описать. Что должны описать? Вот давайте мы, допустим, опять же посмотрим требования конкурсной работы. Что имеется в виду? То есть у вас должен быть либо чертеж, либо макет, либо модель, либо компьютерное изображение, фотографии и прочее, неважно. То есть то визуальный какой-то, да, результат должен быть. Затем описание в текстовом файле. Работы должны отвечать критериям новизны и оригинальности. Работы должны иметь эргономические свойства. Что значит новизна и оригинальность? Опять же, мы сравниваем по сравнению с тем, что у нас есть из аналогов. Эргономические свойства — это, ну, попросту говоря, какие-то удобные вещи. Ну, например, если мы, например, возьмем пульт от телевизора, то они могут быть по дизайну совершенно разные, но какие-то кнопочки, они могут быть маленькими, некоторые большими, то есть или он может иметь такую форму, которая ложится удобно в руку. То есть вот это и есть эргономические свойства. И я хочу привести пример. Вот недавно к нам уже поступил патент зеркала в раме. И вот такое описание мы предлагаем, когда отправляем заявку в Федеральный институт промышленной собственности. То есть, опять же, мы пишем, что изделие относится к предметам мебелировки, к зеркалам и рамам. И вот, внимание, описание. Что оно из себя представляет? Представляет собой зеркало, которое характеризуется составом основных композиционных формообразующих элементов. Зеркало, рама и короб со светодиодной подсветкой. Зеркало выполнено в виде криволинейного овала, имеющего раму из дерева. Рама и короб со светодиодной подсветкой повторяют форму и линию зеркала. То есть, вы обратите внимание, то есть мы не говорим о том, как они соединены, как это работает и так далее. Мы говорим о криволинейности овала, о форме, о стиле, о том, какие декоративные элементы в нем есть. То есть именно то, что решение внешнего вида, то есть дизайн. Вот это все объекты, если мы их рассматриваем с точки зрения визуала, то они относятся к объектам, к номинации тогда «Промышленный дизайн». И
понятно, что само художественная конструкция решения, то есть это не техническое, это художественное решение, оно вот за счет чего достигается? То, что коми-национальные особенности, да, у нас есть. У нас как раз родовые метки исполнены на этом зеркале. И это уникально, оригинально, и в данном случае экспертами оценено и получен патент на данное зеркало. Вот в качестве аналога был приведен патент, китайский патент. Кстати, вот видите, то есть форма вроде бы тоже криволинейная, да, но наш-то, конечно, покрасивее. Не отличается. Так, еще, Иван, будьте добры, включите, пожалуйста, группу. Я, к сожалению, не могу похвастаться тем, наверное, материалом, который, допустим, девочки передают вам по предпринимательству без границ для проведения мероприятий. Но я вас приглашаю в группу и очень прошу смотреть публикации и использовать. Иван, остановись, пожалуйста, на видео вот это 6. Когда мы проводим мероприятия, вот, ну, по крайней мере, вот у меня так складывается, то есть я ребятам рассказываю сначала и про изобретения, полезные модели, и про того, как получить патент. Поверьте мне, они очень это быстро схватывают, быстрее, чем взрослые. И завершаю я всегда свои мероприятия роликом «Как защитить свои идеи», ролик презентация Роспатента. Она там буквально 3-минутная или 5-минутная, но оно прям заходит. И она еще так мотивационно там звучит, поэтому идеи охраняются, защищаются так, и воплощаются. Да, да. Вот. Давай на основную ленту опять войдем. Мгм. И если дальше мы пролистаем, вот просто, Иван, листая, я буду говорить. Все рисунки, которые представляются, есть аннотации к этим рисункам в группе. А есть ответы экспертов, которые по авторским правам, вот по поводу, вот это были TED-лекции и были вопросы, соответственно, здесь все эти вопросы, которые интересуют преподавателей непосредственно, то есть очень много было задано вопросов, там они есть. Еще ниже идем. Патенты, которые мы получаем, все находятся на стене, и, соответственно, можно любой объект описан, то есть можно рассказать о нем и применить в своих презентациях, в своих мероприятиях и так далее. Здесь, понимаете, работа творческая, и поэтому можно еще ниже пролистать, да, то есть работа творческая, и вот какой вы объект сможете рассказать, вот который вас зацепил, вы за это можете ухватиться и рассказывать. Видеоролики, пожалуйста, все видеоролики были опубликованы. Да. И еще там где-то, наверное, от День детских изобретений у нас, по-моему, в январе. Там вот как раз я публиковала еще информацию о патентах школьников Российской Федерации. Если есть интерес, вы можете там тоже эту всю информацию взять и тоже об этом рассказывать. Вот. На этом, наверное, коллеги, И, кстати, в презентацию, если вернуться, у нас есть QR-код, который, да, вот вы видите, очень хорошо заходит школьникам. Я не показываю ни группы, ничего, не даю никакие контакты. Я приглашаю сразу через QR-код. И вы знаете, ребята подключаются в группу. Это очень удобно. И очень быстро. То есть они это быстрее понимают, нежели какие-то телефоны, почты и так далее. Поэтому через QR-коды, пожалуйста, работаем. Вот. Спасибо за внимание. Если есть ко мне вопросы, я готова ответить на них. Может, в онлайне есть вопросы? Мгм. Сложно для понимания? Скажите, пожалуйста. По описанию сложно? Нет? Вы просто, на самом деле, просто прочитайте, вдумайтесь, и вот если проекты конструктивные, которые есть, вот, пожалуйста, вот по этим описаниям хотя бы близко, вот, чтобы мы приближались к этому. Мгм. Чтобы мы, ребят, тоже старались, чтобы они задумывались о том, что они изобретают, что они как творческим таким техническим отвлекаются, чтобы они это могли изложить в описании. Так, все загрустили. Сначала увидели все цифры.
Потом увидели, что изменения в положении конкурса и все сложно. На самом деле вы обращаетесь, в любом случае мы же можем подсказать, да, и мы не отказываем. Может быть, мы это делаем не совсем быстро, вот, потому что в силу загруженности, но, по крайней мере, мы это видим. Вот это пожелание. Если вопросов нет, спасибо большое, коллеги. А сейчас у нас предполагается с вами мастер-класс, воркшоп бизнес-идей. Мы планируем поиграть, но играть будем только оффлайн, коллеги. Поэтому нужно было приезжать. С коллегами, которые были у нас в онлайне, мы с вами прощаемся. А а что так? Ну вот, мы вот тоже не знаем, почему вы не приехали. Мы выражаем вам огромную благодарность. Тех, кого я отметила благодарностями, мы обязательно вам ответим на почту и также отметим ваше участие с сертификатами в данном семинаре. Поэтому, если будут вопросы, мы все открыты для связи. Наталья Владимировна Гарбус, она уже как родная, вы все ее знаете. По школьному патенту. Кстати, школьный патент уже идет, и работаем плодотворно в данном направлении. И Татьяна Ивановна Шашева, наша коллега, которая работает по конкурсу предпринимательства без границ. Вы лично еще не знакомы, только все по телефону. А сейчас, коллеги, мы с вами в онлайне прощаемся. Мы тоже были очень рады вас не совсем увидеть, конечно, просто читать. Да, Презентацию даже нужно получить, поэтому, естественно, мы разошлем презентацию, и, пожалуйста, вот используйте ее для того, чтобы вот, по критериям оценки все-таки стремиться к этим описаниям. Спасибо. спасибо большое, коллеги. До свидания. Ну, помахайте хоть коллегам-то своим. Да.